Итак, мы возвращаемся в Сыктывкар. Считанные минуты остаются до старта мужской гонки скиатлон 30 километров. Предстоят мужчинам сегодня два круга по 7,5 километров классика и два круга по 70 километров, по 7,5 километров свободным стилем. А в итоговом, прошу прощения, в стартовом протоколе у нас 68 человек. Ну, побольше, чем у девушек. У девушек до финиша и на старт вышли 37 человек. На старт вышли 38, до финиша добралось 37. Анастасия Казакл вот не финишировала из Магаданской области. Вот у мужчин сейчас стартовый лист на ваших мониторах. Пробежимся вкратце по основным претендентам, а их сегодня порядочно. Безусловно, это олимпийский чемпион, 21 номер Евгений Дементьев, Ханты-Мансийский автономный округ, вот сейчас как раз в плашечке присутствует. Итак, Андрей Филер, первый номер, Республика Татарстан. Константин Гловацкий, второй, Удмуртия. Артем Николаев, третий, Татарстан. Еремил Вокоев, четвертый, Коми. Владислав Скобелев, пятый, Кировская область, Ханты-Мансийский автономный округ. Андрей Парфенов, шестой, Тюменская область. Никита Ступак, седьмой, Московская, Свердловская. Номер 8 Максим Зубцов, Московская область. Дмитрий Епаров, Удмуртия, 9. 10 Валерий Гонтарь, Татарстан. 11 Алексей Виценко, 12 Илья Семиков, оба Республика Коми. Стоит отметить и других ребят, не только тех, которые находятся в стартовой группе, на первых рядах. Это, безусловно, Кирилл Вичужанин, 14 номер, Удмуртия, 15 Илья Порошкин, Коми, 16 Александр Уткин, Удмуртия, Андрей Малафьев, 19 Коми, Евгений Дементьев, мы уже представляли, 21 Хмао, Сергей Ардашев, 23 Удмуртия, 25 Петр Седов, Московская область, Рауль Шакирзянов, 26 Мордовия, 27 Николай Хохряков, Татарстан, Алексей Черноусов, 32-й Сахалинская область. Кто у нас тут еще? Давайте посмотрим. Так. Данил Доценко, Татарстан. Павел Викулин, 44 номер, тоже Татарстан. Равиль Валиахметов, 47-й, Удмуртия. В общем, Антон Зюзев, 54-й, Коми. Вот примерно вот такой вот интересный список претендентов на сегодняшние медали, можно сказать, ваш комментатор обозначил. Может быть, мы ошибаемся. Вот в женском забеге довольно интересные результаты были, и мы к ним еще вернемся после того, как пройдет старт мужской гонки, мужского скиатлона. Пока вам вашему вниманию представляют дистанцию, круги, которые сегодня пройдут спортсмены. Напоминаем, это каждый преодолеет дважды 7,5 километровый классический круг и такой же свободный. В общем, по крайней мере, на стадионе мы мужчин увидим почаще, чем женщин. Вот сейчас как раз лыжники готовятся. Дополнительные пары на коньковый стиль кладут в городок, кладут специальные боксы пронумерованные под каждого из спортсменов. И, соответственно, сразу после вот такой небольшой подготовительной процедуры выйдут лыжники в стартовый городок, и у нас через некоторое время стартует наконец-то гонка. Буквально 4 минуты остаются, даже, наверное, чуть меньше до старта. 8 номер Максим Зубцов, представитель Московской области. Сейчас его показал нам оператор, на нем сделали акцент наша доблестная бригада. Здесь в Сыктывкаре довольно прохладненько, -15, -16 где-то градусов, поэтому можно
понять, почему спортсмены вот так вот элегантно подпрыгивают, делают активную разминку. В общем, если ее не делать, можно и подмерзнуть чуть-чуть, мышцы могут сковаться. И, в общем, не такие будут интересные, яркие, интенсивные движения во время работы на дистанции. На табло также ведет представление участников. Мы видим сейчас третий десяток. Ну и параллельно внизу в центре картинки вот такая вот бригада лыжников уже выходит от боксов и стремится занять свое место на старте. Безусловно, дуэль между Андреем Феллером и Андреем Парфеновым за лидерство будет в Кубке страны и в сегодняшней гонке в том числе. Конечно, рассчитываем, как хозяева соревнований, на то, что включится в эту борьбу, по крайней мере, на дистанции сегодня и Еремил Волков, и Илья Семиков, и, конечно, Илья Порошкин, дебютировавший совершенно недавно на этапе Кубка мира, и пятое место в одной из гонок было у Ильи Порошкина, то есть выполнил норматив мастера спорта международного класса. Пока что он в стартовом протоколе у нас, конечно же, как мастер спорта. Ну, в общем, скоро будут оформляться документы, скоро получит он удостоверение МСМК, так что с этим Илью Порошкина можно еще раз поздравить. Разочарован был Илья выступлением своим в индивидуальной гонке 15-километровой, на которой он стал вторым. Расстроен, и проиграл он Илье Семикову из Республики Коми. Мы его интервьюшечку видели во время женской части, и сегодня у нас еще заготовлено несколько роликов, так что мы их совсем скоро будем смотреть вместе с вами. Роликов с гонок предыдущих, роликов с интервью, с флеш-интервью ребят, которые завоевывали призовые места. Вот, ну а пока у нас 1 минута, и напоминаем, что с учетом, так скажем, особенностей скиатлона, особенностей круга, он проходит в основном по лесной местности, там, где не ловит сигнал, и требуется невероятно дорогостоящая аппаратура, которая в России, наверное, есть только в 2 местах, которая позволяет вести эфиры, трансляции с любой точки на трассе. Вот мы, к сожалению, после старта доведем лыжников до границы сигнала, и после этого будем уже ждать их появления где-то на стадионе. Но, по крайней мере, на классических кругах будет именно так. На коньковых мы с вами видели больше зоны доступа, проходит он поближе к стадиону и не так уходит в лес, так что там побольше будет точек для обзора и побольше будет возможности проследить за тем, как складывается дистанция. Сегодня у нас дан старт мужскому скиатлону. 30-километровая, выматывающая, убивающая просто все и вся гонка стартовала, и мы видим, как работает Еремил Волков здесь на подъеме. Лучше он входил в него, но здесь добавил немного Андрей Феллер, рядом с ним Константин Головацких. Ну и вообще, конечно, сейчас будет плотная группа лидеров идти по дистанции, устремляться вперед. И мы видели, как у женщин только на коньковой дистанции, на коньковых кругах появились существенные отрывы. По сути, именно группа лидеров решила исход гонки исключительно на последних километрах. Вначале она сократилась с 12 до 7 человек, потом до 5, потом до 3. И вот такая была замечательная гонка у девушек. Напоминаем, что, пока мы нам с высоты квадрокоптера показывали лыжников, напоминаем, что выиграла женскую гонку Светлана Плотникова из Свердловской области, Габриэла Калугер из Московской стала 2-й, Светлана Кузнецова из Татарстана 3-й, Лариса Рятина, лидер зачета из Татарстана, также стала 4-й. Но у девушек из Республики Коми тоже есть свои достижения. Ольга Царева, правда, стала только 10-й, Ольга Рочева 20-й. Вот, а у нас в 6 сильнейших на этом Кубке России пробивалась Анастасия Власова. Она была 6-й в индивидуальном спринте. Там, наверное, немного не хватило Насте для того, чтобы побороться за медали.
И вот сейчас мы, думаю, представим вашему вниманию именно фрагменты той гонки и флеш-интервью с Анастасией Власовой из Республики Коми. Сегодня, к сожалению, наверное, для нас всех с вами без медали. Но вообще, в принципе, как вам финальная гонка? Вообще, ожидали ли, что удастся пробиться в финал? И чего в этом решающем забеге, наверное, не хватило все-таки, чтобы заработать медаль? Да, к сожалению, очень жалко, что не смогла побороться за призовые места. Но еще 3 дня я не лежала с температурой дома, поэтому для меня 6-е место сегодня это очень хорошее место. Поэтому я очень довольна собой, если честно. Мы вас еще, наверное, увидим, например, в командном спринте. Или есть ли желание, возможности, силы там поучаствовать? Желание, может быть, и есть. Главное, чтобы силы были. Ну, посмотрим, на какие гонки еще заявимся. Скиатлон, я думаю, мы точно побежим. А командный спринт еще подумаю. Сегодня женский финал, в отличие от мужского, какой-то проходил больше как тактически, наверное, даже соревнования. Вот вам показалось, что... как вам показалось, победительница гонки у нас тактически всех переиграла? Или все-таки просто на финише скорости больше хватило, чем остальным соперницам? На самом деле спринт это очень такой... Все надо думать всегда. Не то, что ты там бежишь первый и выигрываешь, это значит, ты точно финишируешь с первым. Поэтому здесь надо всегда быть юрким, всегда быть умным в какой-то степени. И всегда вперед, только вперед. Ну и смотрите, у нас сейчас Кубок России, финал завершается, здесь, в Сыктывкаре. Какие у вас еще планы, где еще планируете выступить до конца этого спортивного лыжного сезона? У нас чемпионат России в Малиновке будет, так что обязательно там будем соревноваться. Также планирую съездить на пару марафонов в марте месяце. В остальном еще на марафонскую команду поеду, за марафонскую команду участвовать. Господи, в Норвегию. В Норвегию. Понятно. Спасибо вам большое. Удачи в последующих стартах. За что. Спасибо. Замечательная, прекрасная, улыбающаяся девушка Анастасия Власова из сборной команды Коми по лыжным гонкам была сейчас у вас в эфире, у нас в эфире. В общем, кто не верит, может посмотреть ее аккаунт в Инстаграме. Там есть фотографии не только в лыжном комбинезоне, но и в более интересных образах. Но у нас, напоминаем, 30-километровая гонка у мужчин, скиатлон сейчас проходит. Классический
стиль на данный момент на первом круге. Наши лыжники наслаждаются замечательными лесными видами, лесными пейзажами. Мы же с вами пока наслаждаемся не менее прекрасными видами стадиона в ожидании, когда же наши спортсмены выйдут на круг. Но вот нам сейчас как раз и показывают, где они находятся. И еще, как видим, довольно долго им бежать именно классику. И не скоро мы действительно их еще увидим на стадионе. Вот, но здесь, конечно, у нашей команды, вот был у нас в эфире на женской гонке руководитель Центра спортивной подготовки сборных команд Республики Коми Николай Гордеев. У нас все шансы, все надежды возлагаются именно на мужскую часть, тем более, что скиатлон, гонка универсалов, мы видели, что и на классике, и в спринтах коньковых именно мужчины из Коми смотрелись довольно неплохо. И Илья Семиков, выигравший классическую гонку индивидуальную, был в финале мужского спринта конькового, опять-таки, в первую очередь на него надеемся, и Ермил Вокуев тоже любит скиатлон, и, как мы говорили, Илья Порошкин. Ну, конечно, соперники сегодня действительно очень титулованные, и, в общем, что уж говорить, если там есть олимпийские чемпионы, олимпийские призеры, и вот их вот поймает непосредственно в камеру вот этот молодой человек с прекраснейшим фотоаппаратом, прекраснейшим объективом. В общем, когда ваш комментатор смотрит на такое, немного завидует. Ну, немного, наверное, это не то слово. Вот. Действительно, прекрасная техника. Что ж, пока у нас идет непосредственно ожидание появления лыжников на стадионе, хочется напомнить о том, что совершенно в рамках финала Кубка России проходили не только индивидуальные гонки, которые выиграли наши спортсмены, но и лыжники из Коми вчера в командном спринте выступили довольно успешно, и Алексей Виценко со Станиславом Волжинцевым выиграли ту дисциплину, и Алексей Виценко в флеш-интервью после своего финиша поделился с нами секретами своей подготовки, поделился ожиданиями от предстоящих соревнований, ну и вообще, в принципе, рассказал о том, как же сложилась для него гонка, как же сложился для него командный спринт. И вот предлагаю, перед тем, как мы окончательно останемся в ожидании появления гонщиков, лыжников на стадионе после первого классического круга, вот предлагаю вам следом за интервью Анастасии Власовой посмотреть еще и фрагменты вчерашнего командного спринта и посмотреть фрагменты выступления, фрагменты интервью Алексея Виценко. Вот, пожалуйста. Алексей, доброго дня, с победой, свой этап последний отработали прямо на отлично, с первых минут атаковали. Это такая задача была или для себя решили, что нужно атаковать, сделать простор?
перед соперниками? Я специально, тактика была такой, чтобы, и Стасу сказал то же самое, чтобы на первых двух этапах он старался отсидеться за спинами. То есть немножко, если уходить вперед, то это очень тяжело на самом деле. Когда ты работаешь за спиной своего соперника, ты можешь сохранить силы на последний этап, на третий. Как и получилось, я его попросил при передаче после второго этапа выйти и передать мне эстафету первым, чтобы мне никто не препятствовал, чтобы у меня была попытка уйти от своих соперников. Я ей воспользовался, и все получилось. Удивились, что соперники не смогли поддержать ваш темп, и в принципе там даже до финиша никто даже близко не смог подобраться. Я не оборачивался, вот единственное, после спуска на второй половине петли, на второй половине дистанции, заглянул, смотрю, расстояние есть хорошее. Ну, я еще отработал последний подъем, вышел на равнину, оборачиваюсь. Как бы все хорошо, первое место. Все рады, все хорошо. Задача была перед командой именно выиграть командный спринт или просто побороться Нет, за медали? если честно, у меня в мыслях было войти в тройку. Но нашел силы в себе на финише, и все получилось, как даже и не планировал. Как бы. Потому что состояние на этот сезон оставляло желать лучшего. С Андреем Владимировичем Нутрихиным подводились к соревнованиям потихонечку весь сезон. Было очень тяжело, и с каждой гонкой становится все лучше и лучше, поэтому все будет нормально. Это был Алексей Виценко, победитель вместе со Станиславом Волжинцевым в командном спринте на финале Кубка России по лыжным гонкам. И мы потихонечку переключаемся в режим уже действительно полного ожидания, когда же первый свой круг 7,5 километровый преодолеют лыжники участники скиатлона. Вот нам сейчас наш любимый оранжевый трекер показывает. Ну, в общем, еще не скоро, конечно, они-то появятся, но вот, не знаю, несколько минут осталось, так что увидим, кто на каком месте, какая у нас группа лидеров. Здесь нам пока показывают ожидающих специалистов, ожидающих тренеров, судей. Ну, понятно, что это все почему-то только 3 человека на этом участке. А основной, конечно, контингент расположился на стадионе. Вот здесь вот на горке довольно многочисленная бригада из Татарстана. Ну, и логично, что им порядочно хозяев соревнований, специалистов Республики Коми, Тюменской области довольно тоже много приехало специалистов, тренеров, сервисменов Ханты-Мансийского автономного округа, Удмуртии, ну, в общем, самых, скажем так, лыжных регионов России. Вот между этими командами идет борьба в общем зачете. Перед этими гонками была команда Татарстана лидером, сборная Коми на втором месте. Ну, лидерство Татарстана, конечно же, и осталось, тем более девушки оформили, скажем, золотой дубль совершенно недавно, ну а сегодня почти им тоже дубль удался, 3-4 место Светланы Кузнецовой и Ларисы Рясиной. В общем, тоже баллы в копилку добавлены. Ну и Дилираса Бердянова 12 стала, Мария Давыденкова 16, Жанна Муравьева 20, ну, вместе с Ольгой Рочевой они показали почти одинаковое время. Так что, в общем зачете интрига за первое место, конечно, отсутствует, а вот в личном, и прежде всего у мужчин интрига есть, и в зачете континентального кубка тоже есть интрига, и там лыжники из Коми не на последних ролях, и именно их мы сегодня ожидаем увидеть в лидерах. А пока мы видим, как резвится юная
поросль, возможно, будущие лыжники нашей команды познают дзен девочки на лыжном комплексе Раисы Петровны Сметаниной. 16 уже почти 17 минут спортсмены на дистанции, судьи в ожидании, болельщики, пусть немногочисленны, но напоминаю, что у нас сегодня среда. У нас сегодня рабочий день, и, в общем-то, пока что финал Кубка России по лыжным гонкам не стал уважительной причиной для того, чтобы провести рабочее время не на месте. Можно было выйти в отпуск, можно было взять отгул, но вот других возможностей у простых рабочих людей нету. Вот телебригада телеканала Юрган тоже сегодня в эфире, тоже сегодня вот здесь поджидают лыжников. Вряд ли получится взять у них, конечно, интервью прямо сейчас на ходу. Так что придется им где-то в районе часа еще померзнуть. Мы же с вами не мерзнем. Я вот в комментаторской палатке оборудованной специально навесом, защищающим от солнца. Вы у своих экранов, у себя дома, может быть на работе. И все вместе мы с вами видим вот эту вот плотную группу лыжников. Другие слова уже даже мелькали в голове. Но действительно, практически все стартовавшие идут вот друг за другом. И здесь то, что лидирует 7-й номер, то, что Никита Ступак был сейчас на первом месте, это вообще ничего не значит. Вот мы видим, как обходит его по параллельной лыжне 46-й номер. Это Андрей Кузнецов, мастер спорта из Пермского края, молодой спортсмен 1998 года. В общем, 20 лет парню в этом году. 20 лет сейчас паре, 21 будет в этом году. И вот он сейчас на первом классическом круге вырывается в лидеры. За ним, как мы уже и говорили, Никита Ступак, где-то там рядом Кирилл Вичужанин, 14 номер. Ну вот 15 номер, это Илья Порошкин тоже, мы о нем довольно неплохо, немного поговорили. Рядом 29 номер, 9 это Дмитрий Епаров, 29 это Александр Кулешов из Республики Мордовия. 15 номер, да, Илья Порошкин, рядом с ним 2-й Константин Головацких из Удмуртии, Артем Николаев из Татарстана. Ну, плотная группа. Никита Ступак уже чуть отходит на вторые полроли. Андрей Парфенов рядом с ним, 6-й номер из Тюменской области. Так что очень все плотно. И вот здесь идет у нас спуск затяжной, и после которого спортсмены у нас пойдут на второй круг классикой, на вторые 7,5 километров, и это значит, что мы их снова увидим далеко не скоро. Пока что можно посмотреть за ходом 55 номера, это у нас Евгений Байбородов из Удмуртии. 34-й Сергей Лытнев из Татарстана тоже был рядом с ним. Ну и вот здесь пункт питания организовали тренеры команд, тренеры спортсменов. И, в общем, ну не знаю, 7,5 километров, наверное, да, уже можно уже попробовать попитаться. Как-то уже затратно все-таки дистанция сказывается для спортсменов. Ну вот мы видим, что у женщин после 7,5 километров уже не было такой легкости в движениях. У мужчин же вообще предстоит не пятнашка, а все 30 преодолеть. И мы видим пока, как плотная группа спортсменов сейчас удаляется в лес. Давайте засечем. Где-то примерно 20-21 минуту потребовалось лыжникам на преодоление первого круга классикой. В общем, считайте, где-то через еще 20 минут мы увидим их снова на стадионе, и останутся нам еще 2 коньковых круга.
В общем, ждать и еще раз ждать. Но напоминаю, что на коньковом круге у нас побольше камер, побольше возможностей показать вам за перипетиями борьбы, за продвижением лыжников к финишу. Ну а пока средства массовой информации готовятся мерзнуть вместе с судьями, нам показывают лыжниц из команды тоже Республики Коми. Пока же нам нужно напомнить, что мы уже с вами посмотрели на женской части флеш-интервью Ильи Семикова, который сейчас на дистанции. Посмотрели мы на прекрасных зрителей, которые сейчас сидят, очень улыбаются, машут в камеру. Действительно замечательная, позитивная девушка, и повезло ей, наверное, молодому человеку, который сейчас также идет на таком же позитиве. Так вот, посмотрели мы флеш-интервью Ильи Семикова, посмотрели мы с вами флеш-интервью Анастасии Власовой, флеш-интервью Алексея Виценко, победителя командного спринта вчерашнего. Ну и раз мы говорим, что командный спринт есть все-таки как бы заслуга не только Алексея Виценко, конечно, он прекрасно финишировал, принес своей команде золотую медаль, можно сказать, но ведь и получал он эстафету на своем последнем этапе первым, благодаря кому? Благодаря Станиславу Волжинцеву, лыжнику из Ухты, который, может быть, не так успешно начал командный спринт, но на втором этапе своем переместился с 8 места на 5, а по ходу третьего этапа с 5 на 3, с 3 на 1, и, в общем-то, тактика Республики Коми себя оправдала. Ну, что мы все говорим, договорим. В общем, о тактике команды Республики Коми, о том, как дался ему командный спринт, в флеш-интервью Станислав Волжинцев расскажет вам лично. Вот, пожалуйста. Считанные секунды остаются, и поехали. Стартовал у нас командный спринт, финал Кубка России, финальный забег мужчин. Оказалось, что не очень хорошо провели первый этап, там попали в небольшую пробку, не удалось выйти на свободную дистанцию, но зато прекрасно отработали свой второй и третий этапы. Откуда силы? Да, силы-то и в первом были забеги, просто они у всех более свежие, ребята стартуют, соответственно, каждый хочет проверить себя по сравнению с другими, терпения не хватает, поэтому в первом забеге всегда такая суматоха. Все пытаются вылезти, занять позицию. Поэтому я особого значения этому не придавал. Шел, смотрел, понимал, что силы есть, лыжи работают хорошо. И поэтому шел, какое место занимал, я понимал, что все это отыгрываемо, потому что никаких разрывов не было, все в группе, это ни на что не влияло. Какие-то конкретные задачи передаваемые именно на ваш этап тренерский штаб ставил, и удалось ли их выполнить? Задач таких глобальных, конкретных нет. Глобальная задача всегда выигрывать. Поэтому действовали самостоятельно. Алексей отрабатывал свой этап, как ему виделось. Я отрабатывал свой этап. В любом случае, каждый понимал, что надо своему напарнику создавать более благоприятные условия. Поэтому я думаю, что у нас в этом отношении сегодня было все хорошо. После своего этапа пятого, третьего для вас, пятого для команды, остались ли на стартовом городке, смотрели ли финиш Алексея Виценко? Вообще, что почувствовали, когда видели, что Алексей в гордом одиночестве выбегает на стадион? Вроде как бы
и успокоение какое-то наступило, а с другой стороны и немножко и понервничать приходится, потому что все в этом возможно, любой какой-нибудь сбой может повлиять на итоговый результат. Было очень приятно, конечно, я болел, я даже не шел, не переодевался, сразу шел на финиш, ждал Алексея, кричал ему. Что сказали ему, когда финишировал? Молодец, Леха, поздравляю. Завтра видим вас еще в скиатлоне. И вообще, какие у вас планы на завершение, ну, на оставшуюся часть лыжного сезона? Где мы вас еще увидим? На чемпионате России, наверное? Да, мы будем готовиться к чемпионату России. Завтра я буду пропускать, потому что у меня еще здесь пару стартов есть, которые я должен пробежать. И если я буду еще завтра бежать, то я думаю, что в воскресенье я вообще устану. И можно уже даже про чемпионат не думать. Поэтому немножко надо поберечь силы, чтобы остаток сезона все-таки более достойно выступить. Вот был у нас с вами в эфире Станислав Волженцев. Напоминаю, победитель вместе с Алексеем Виценко командного спринта на финале Кубка России по лыжным гонкам. У Станислава действительно вчера была очень интересная гонка. Пару раз мы видели даже сейчас на видеоповторах. У него лучше просто скользили лыжи. Пару раз ему приходилось даже сбавлять темп, придерживаться. Даже вот на повороте чуть не упал Станислав. Но, к счастью, все обошлось. К счастью, все вышло как нельзя прекрасно. И благодаря этому вчера команда Коми выиграла вторую золотую медаль на финале Кубка России. Но нам пока сейчас демонстрируют, где в данный момент находятся наши лыжники, находятся участники скиатлона у мужчин. Напоминаю, мы сейчас вместе с вами визуально вот так вот наблюдаем с помощью трекера за вторым кругом классическим стилем у молодых людей. Ну, в общем, на коньке, опять же, лишним не будет сказать, что мы их увидим почаще. Здесь на стадионе жизнь пока кипит, идет своим чередом, что-то интенсивно обсуждают судьи, может быть погода, может быть вчерашний футбол, может быть вчерашний командный спринт, почему и нет. Вот Андрей Нутрихин, главный тренер сборной Коми, шаманит сейчас над смазкой, наверное, над лыжами, может быть, нет, прошу прощения, над коктейлем, над энергетическим коктейлем из морожки какой-нибудь, да, из любимой Коми ягоды, из морожки, может, с брусники, кто его знает. Приходил к нам в прошлом году на чемпионат России Андрей Нутрихин, тоже рассказывал, что входит в состав этих коктейлей, какие природные, натуральные смеси, так что если вдруг у кого-то будет желание, можно будет у нее поднять тот эфир, спросить, может быть, мы еще сегодня Андрея Нутрихина услышим или увидим, может быть, во время гонки, может быть, после гонки удастся его записать, непременно можем это уточнить. Вот, так что на пункте питания тоже действительно своя атмосфера, своя подготовка и, конечно, пункт питания это тоже немаловажный элемент в ходе такой затяжной 30-километровой дистанции. В общем, если спортсмену вовремя не принять такой коктейль, да, вовремя не зарядиться энергией, так скажем, то, может быть, гонка дастся намного тяжелее. Напоминаем, что вот еще один фотограф параллельно тоже на дистанции. Вот сегодня достаточно много фотографов, несмотря на довольно морозную, как мы видим, погоду, что людям приходится утепляться. Вот, сегодня на дистанции у нас, как мы говорили, достаточно много сильных спортсменов, и команде Коми противостоят лыжники Ханты-Мансийского округа, Удмуртии, Татарстана, Тюмени, Кировской области, Московской области, Якутии, Ханты-Мансийского округа, Мурманской области, Мордовии, Челябинска, Сахалинской, Брянской, ну, в общем, Кировской, в общем, очень много интересных спортсменов сейчас на дистанции. Безусловно, одним из фаворитов сегодняшней гонки и одним из людей, которые готовы выложиться по максимуму на дистанции, является Андрей Парфенов. Андрей Парфенов — лыжник из Троицка-Печорска, из республики Коми. Так что
лишний повод вспомнить о том, что Андрей Парфенов здесь выиграл индивидуальный спринт, вторую гонку на чемпионате, и поэтому я вот предлагаю, пока у нас есть еще несколько минут до того, как наши лыжники появятся снова на стадионе и пойдут на перебывание лыж, на перебывание на коньковый стиль, предлагаю вам вместе с нами вспомнить, как же это было, как же проходил индивидуальный спринт, и что же Андрей Парфенов нам в специальном флеш-интервью рассказал. С победой. Как вообще финальная гонка? Показалось, что довольно уверенно выиграли. За счет чего удалось добиться такого преимущества? Спасибо за поздравления. Ну, вообще такой день интересный был. Непростой. Сначала начиналось так все тяжеловато. В прологе лыжи не очень хорошо сработали. Вот. Потом погода, видать, меняться стала. Пару другую взял и уже в забегах чувствовал себя намного уверенней. Вот. Ну, плюс вчерашняя пятнашка немножко давала усталость мышечную, но с каждым забегом становилось все лучше и лучше. В принципе, получилось сэкономиться до финала. Особо таких сильных протяжек, рывков не предпринимал. Вот. И, по сетке получилось, что начинал с 4-го забега, попал во второй полуфинал. И перед финалом было не так много времени на восстановление. Когда выходил на старт в финале, чувствовал небольшое недовосстановление такое мышечное. Вот. И не знал, как себя почувствую в финале. Но в принципе получилось выстроить свою тактику и опять же на финишный подъем выйти первым и включиться по полной, чего мне хватило. Даже не рассчитывал, что получится сделать такой задел. Когда уже на финишной прямой почувствовал, что никого нет, оглянулся и понял, что там есть даже несколько метров запаса. Был очень доволен. Оглянулись, успели посмотреть, как там борьба за второе место складывается? Да, видел, что большая пачка так заходит с боков. Вот. Но у меня было преимущество. А еще в каких-то гонках будете участвовать на этом финале Кубка России? Тот же самый командный спринт, например? Ситуация складывается так, что борюсь за общий зачет Кубка России по очкам. И
дистанции плюс спринт, иду первым, выигрываю там, ну, после сегодняшнего дня, наверное, уже прилично, выигрываю у Феллера Андрея. Буду участвовать только в личных гонках, которые несут очки в личный зачет, и спринтерскую эстафету, наверное, пропущу, чтобы последняя гонка тяжелая, 30 километров, дуатлон, чтобы на нее выйти более свежим. Буквально пара минут у нас осталось до появления спортсмена в зоне пит-стопа. Будем смотреть, как кто и на какой позиции идет. Ну а пока напомню, что вы сейчас только что прослушали и просмотрели элементы из классического спринта, из индивидуальной гонки, который выиграл представитель Тюменской области Андрей Парфенов. Довольно мощным, уверенным финишем. Примерно таким же мощным, уверенным шагом сейчас идет на стадион Илья Порошкин из команды Республики Коми, 15 номер. Рядом с ним Илья Семиков, 12 номер. Вот оба спортсмена из Коми, но вот Илья предпочитает такой красный, классический для себя костюм. Мы видим еще здесь рядом и 18 номер. Это Михаил Соснин из Саха, Якутия. 11 номер Алексей Виценко и Ермил Вокуев, номер 4, Республика Коми. В общем, довольно, кстати, много представителей хозяев соревнований здесь на головной группе, можно так сказать. И среди них затесался Константин Головацких из Удмуртии. Что ж, вот она, тройка лидеров. Вокуев, Порошкин, Семиков, все спортсмены из Коми. Здесь, кроме Головацких, 46-й номер, это у нас Андрей Кузнецов из Пермского края. И сейчас многое будет зависеть от того, как грамотно, как быстро, оперативно сработают лыжники на этом пит-стопе, как они отработают в боксах, кто быстрее, кто медленнее, у кого там возникнет заминка, у кого не возникнет, кто вообще может быть, но пока в женской гонке мы такого с вами не видели, кто, может быть, вообще просто не будет менять лыжи, не будет тратить время и просто побежит вперед к финишу, еще преодолевая 15 километров на классических лыжах. Но нету таких отчаянных смельчаков, не появилось, и Илья Семиков здесь чуть-чуть лучше отработал, но здесь все условно на самом деле, даже наоборот, наверное, был небольшой просвет между группой лидеров, сейчас его нету, видим в этой группе даже он 58 номер, прекрасный комбинезон Алексея Зубкова из Самарской области выделяет его из числа преследователей. Ну, здесь пока на стадионе появляются отставшие немного. Это 30 и 39 номер, это Владислав Вичканов, Челябинская область, и 39 Антон Шатагин, Москва, Нижегородская область. Мы видим, в общем, что здесь в этой группе лидеров спортсменов, наверное, 20 где-то, может быть, чуть больше. Контролирует ход гонки Андрей Феллер, здесь он в середине, месте так на 12-13, но и серьезных атак команда Республики Коми тоже не предпринимает, но, с другой стороны, ребята довольно уверенно вышли на первую, вторую, третью позицию, где-то вот они все вместе сейчас остались и там, и по-прежнему, так что, может быть, ну, опять же, у нас был здесь в студии Андрей Нутрикин, говорил, что о командной тактике говорить не приходится в таких гонках, потому что каждый лыжник действительно сам за себя, каждый хочет победить. Здесь не чемпионат мира, здесь не Кубок мира, где вы боретесь за достояние страны. Здесь отборы практически в сборную России, которая сейчас в сильнейшем на данный момент составе выступает на чемпионате мира в Австрии. Вот, и пока у нас здесь ведется, то есть продолжает еще, да, у нас, вот, смотрите, уже отставание у кого-то свыше минуты, вот только подъезжает в эту зону 53-51 номера Ярослав Егошин, Дмитрий Бакланов, Тюменская область, Свердловская область.
Вот они только сейчас заходят в бокс. Здесь уже застрял в этих боксах 35-й номер. Это Владимир Фролов из Республики Татарстан. Очень тяжело дались Владимир Фролов. Мы видим классические круги. И вот он уже практически из последних сил дышал, можно так сказать. Сергей Лытнев, 34-й номер, тоже был на экранах у вас. И 54-й номер Антон Зюзев, Республика Коми. Опытнейший спортсмен, мастер спорта, 85-го года рождения Антон. Но мы видим, что, видимо, лучшие годы Антона Зюзева тоже уже далеко позади. Совсем недавно он у нас выступал на чемпионатах России. В составе эстафетного квартета Коми, выиграл золотые медали. Это было прекрасное, опять же, время для хозяев соревнований. Но уже и сейчас можно сказать, что эстафетная четверочка-то у Коми в мужской части одна из сильнейших. Пусть, конечно, и другие регионы тоже неплохие. Прежде всего, конечно, Ханты-Мансийский автономный округ. Именно из этого субъекта очень много мужчин-лыжников в национальной сборной. Нам пока показывают, что на промежуточное место номер 1 выходит третий стартовый номер Артем Николаев. По бокам от него и Вокуев, и Порошкин, и Константин Головацких. Вот два спортсмена из Коми держат, караулят сейчас Артема Николаева. Здесь неподалеку 19-й номер Андрей Малафьев из Республики Коми и Алексей Виценко. Ну, в общем, как мы и говорили, лыжников Коми можно узнать по замечательным и ярким комбинезонам. Ну и пока у нас такая плотная группа лидеров, пока никто не предпринимает атаки, а ведь мы знаем, что самое интересное будет в конце первого конькового круга и в целом на втором коньковом круге. Хочется сказать, что хочется вспомнить об Андрее Нутрихине, главном тренере сборной команды Республики Коми. Удалось нам с Андреем Нутрихиным пообщаться по завершении индивидуальной гонки, индивидуальной 15-километровой гонки у мужчин, которые, напоминаю, выиграли Илья Семиков и Илья Порошкин, так вот, которые сейчас лидируют. Так вот, удалось нам поговорить с Андреем Нутрихиным, и я думаю, что сейчас самое время, пока впереди все очень интересное и прекрасное у нас в гонке, самое время еще показать это флеш-интервью Андрея Нутрихина. Мужская гонка принесла 2 медали сборной команды Коми. Как вообще оцениваете этот результат? Может быть, вы недовольны, может быть, надо было 3 медали брать, весь подиум оккупировать? Вы знаете, очень радостно, что наши сегодня первый и второй. И более того, скажу, что вся команда мужская в основном начала
гонку достаточно таким серьезным заделом в районе 3 секунд после лидера. То есть я так рассчитывал, что даже больше ребят будет у нас сегодня в десятке, но не случилось. Но тем не менее мы можем считать, что хорошее начало финала Кубка России положено. Как-то мы благодаря такому хорошему результату продвижаемся в Кубке России в общекомандном к Татарстану или наоборот отдаляемся. Вообще есть ли цель в этом кубке как-то побороться с соперниками за победу? Но вот Татарстан, конечно, догнать очень сложно будет, потому что у них практически такая очень многочисленная команда, и они, ну скажем так, массовостью берут, да. Ну а мы будем брать призовыми местами. Понятно. Завтра у нас спринты, потом нас ожидает командный спринт, скиатлон. Уже определились с составами хотя бы на завтрашний день, или может уже на все гонки, или все-таки будет решаться накануне за день? Нет, практически уже на все гонки определен состав команды, и понятно, что кто-то больше предрасположен к дистанциям, а кто-то к спринту. И исходя из этого, конечно, вот это наши составы уже выставлялись. Единственный момент, только как по прошедшей любого дня соревнований, мы же предполагаем, что кто-то может занять призовое место, кто-то пробежать там до 10-го места, кто-то до 15-го. И если вдруг по какой-то причине это не получается, то тогда мы уже индивидуально со спортсменом решаем, будет он стартовать в следующей дисциплине или нет, или поберечь силы через одну стартовать. Поэтому тут такой обсуждаемый момент присутствует. Ну, скажем так, 10% состава возможно двигать на различные дисциплины. Ну и последний вопрос. Есть у нас какие-то медальные планы на оставшиеся гонки или вообще в целом на финал Кубка России? Сколько вообще можем, на ваш взгляд, завоевать комплектов медалей? Вот об этом как раз я не хотел бы говорить. Это для спортсменов прогноз неблагодарное дело. Я надеюсь, что ребята настроены очень хорошо, и это видно уже по сегодняшнему дню, да. Я думаю, что завтра спринтеры у нас должны отметиться в призах. Что ж, это был Андрей Нутрикин, главный тренер сборной Республики Коми по лыжным гонкам, участник Олимпийских игр. И мы пока видим, как сборная Коми в числе лидеров сейчас здесь нам показывают отсечку в 15 километров, но эта отсечка была именно 15-километровая, это когда зона пит-стопа. В принципе, особо ничего не изменилось, по-прежнему ребята в числе лидеров, и Ермил Вокуев, и Илья Семиков, и Илья Порошкин. Вот они более сейчас слева монитора, в правой части у нас далеко не лидеры устремляются в лес, но тем не менее, лидеры лидерами, но отрывы были крайне ничтожными. Видите, буквально 10-12 секунд уместились в этом интервале 30 спортсменов. Вот между первой тридцаткой, да, и 31-м спортсменом Алексеем Симоновым там уже есть 15 секунд, то есть там есть просвет и есть зазоры. Видим здесь в числе безнадежно уже расставших Петра Седова, Владислава Вичканова, Павла Викулина, тех спортсменов, которые, ну, наверное, могли претендовать сегодня, в первую очередь Петр Седов, могли претендовать сегодня на более интересные места, чем в 4-м, в 5-м десятке. Кто знает, на какой позиции они окажутся. Вот Антон Зюзев, да, мы же с вами уже тоже говорили, но, видимо, Антону уже нужно подумать о соревнованиях, наверное, другого плана. Ну, наверное, и думаю, да, там, например, марафонских. Вот на марафонских у нас, как правило, спортсмены, которые прекращают выступать профессионально на таком уровне, уходят именно в марафонские команды, выступают и там и для себя, ну и в том числе за российскую марафонскую команду. Тем временем, в общем-то, у нас гонка идет к своему, ну, уже перевалил, как вы понимаете, экватор, и идет к завершению первый коньковый круг. Вот нам тут показывают такой замечательный план в лесу.
установлены там не только, у нас работает не только оператор, но и установлены в лесу видеокамеры, но именно на Коньковом круге, потому что он все-таки у нас самый интересный, самый яркий, и именно на нем решается все-таки судьба медалей, судьба победы. А это сегодня на ваших, собственно говоря, глазах проходит финальная гонка финала Кубка России по лыжным непосредственно гонкам. Такая вот двойная тавтология получилась. Вот. И на этом Сыктывкар не попрощается, конечно же, с большими лыжными соревнованиями. Вот есть сейчас здесь соревнования общества «Динамо» внутренние, и всероссийские соревнования по лыжным гонкам среди работников судов. Вот они будут в ближайшие выходные проходить. Прямого эфира, конечно, не гарантируем вам, вот, но, по крайней мере, просто сообщаем, что будут здесь такие соревнования. Если у кого-то есть желание посмотреть за работниками судов, которые бегут на лыжах, милости просим, приходите, будет интересно. Здесь тоже далеко не лидеры на этом участке проходят, и мы ждем потихонечку, уже минут, наверное, 5, может быть, чуть меньше осталось до финиша первого конькового круга, и дальше уже на решающий заход пойдут спортсмены. Безусловно, команда «Комик», которая является фаворитом, одним из фаворитов сегодняшних гонок, рассчитывает на медали. И мы видели, что и Андрей Малафьев здесь в числе, в группе лидеров. Андрей, который не совсем удачно для себя провел индивидуальную гонку. Андрей сделал фальстарт на индивидуальной гонке, как мы помним. За это накинули ему дополнительные секунды времени, но, в общем, сделать фальстарт на индивидуальной гонке раздельным стартом тоже постараться надо. Но здесь бодрая, добрая, наверное, молодежь, которая переживает за своих товарищей. Возможно, тоже юные лыжники пришли посмотреть, как выступают более старшие, более опытные гонщики. Ну, в общем, главное, что они здесь есть, главное, что они на стадионе, и вместе с нами ждут, кто же появится на этом подъеме перед выходом на стадион. И первым Илья Порошкин, Ермил Вокаев, Илья Семиков, а может быть и Константин Головацких из Удмуртии, может быть Андрей Феллер из Татарстана, может быть Владислав Скобелев, Кировская область. В общем, знаете, как в этом детском мультике, да, а может быть ворона, кар-кар-кар-кар-кар. Вот, кто знает, кто здесь появится. Осталось недолго нам с вами пребывать в неведении, пребывать в ожидании. Ну и вот здесь продолжается молодежь резвиться, забавляться и бороться с прекрасными сильными солнечными лучами. Погода, как и говорили мы, довольно прохладная, минус 15, минус 16, но на солнце все-таки потеплее. На солнце можно и немножко согреться, и совсем, кстати, вот Дарьяна Парфенова, жена Андрея Парфенова, здесь слева сейчас вот в плане стоит, тоже с напитком для мужа. Может, домашний супчик, борщик, кто знает, чем Дарьяна кормит своего мужа. Может, там что-то еще, может, чаек горячий. Вот всякое тоже возможно. Остается у нас минуты до появления лыжников. Знаете, как волнительно немножечко, да? Вот нам показывает сейчас трекеры, где они находятся, и мы видим вот в верхней части экрана как раз вот этот вот подъем с выходом на стадион. Ну, в общем, да, где-то 1,5-2 минуты все-таки приблизительно можно дать группе спортсменов. Спасибо нам, нашим режиссерам, за подсказку. И вот пока посмотрим на красивый оранжевый зеленый бокс, который сегодня уже лыжникам, скорее всего, не пригодятся. Разве вдруг кто-то попросит еще одну пару лыж поменять. Может, кто-то не катит. Может, все-таки лучше надеяться найти. Вот, по-любому.
Вот. Но, как правило, таких отчаянных парней, когда остается только 7,5 километров, почти нету. По-прежнему нам показывают операторы тренерские бригады, ребят, которые готовы прикормить спортсменов. И вот, собственно говоря, сами спортсмены. 3-й номер сейчас возглавляет дистанцию. Это Артем Николаев из Татарстана. У него за спиной Илья Семиков, 12-й номер. И здесь плотная группа спортсменов и Гловацких, и Вокуев, и Малафьев. Ничего особо не поменялось. За спиной у Семикова 21 номер Евгений Дементьев. Ну, конечно же, куда мы... прошу прощения, не Евгений Дементьев, не 21-й, 29-й. Александр Кулешов из Республики Мордовия. За Кулешовым Гловацких. За Гловацких там у нас как раз Малафьев. За Малафьевым 7-й номер. Это у нас Никита Ступак. За Ступаком Вокуев. И вот такой вот плотной, довольно интенсивной группой спортсмены появляются на стадионе, чтобы снова уйти в лес, и чтобы мы их увидели исключительно вместе с вами на финише. Ну что ж, здесь такой интересный поворот. И мне показалось, что Илья Семиков поехал не туда на этом повороте, не успел нормально среагировать, и поэтому чуть-чуть откатился с 2-го места на 6-е, 7-е, где-то вот там 8-м идет, вместе с Андреем Парфеновым, кстати, да, спортсменом из Тюменской области, но уроженцем Республики Коми, уроженцем Троицка-Печорска. Здесь пока на подходе к стадиону 41-й номер на ваших экранах, 46-й Владислав Ванеев, Республика Коми, и Андрей Кузнецов, Пермский край. Но ребятам довольно тяжело будет бороться за высокие места. Все-таки плотная группа лидеров, спортсменов 20-30. Мы с вами уже отмечали по ходу этого конькового круга, что и был большой зазор между первой тридцаткой и группой преследователей, куда можно нести, наверное, всех остальных спортсменов, которые сейчас на лыжне на дистанции. Так что здесь, конечно, уже... Просто бегут спортсмены, бегут лыжники просто для себя, чтобы преодолеть эту гонку, справиться с волнением, справиться с физической усталостью. И здесь Илья Порошкин, Республика Коми, 15 номер, выходит на первое промежуточное место. Обходит он Артема Николаева из Татарстана. Но еще 7,5. Ну, здесь уже понятно дело, что меньше. Где-то 7 километров умножить 6800 метров, 6719. Можно так вот наугад предположить, где у нас здесь камера располагается. Ну, а здесь потихоньку на стадионе 38-й, прошу прощения, 30-й и 39-й номера. Владислав Вичканов, Челябинская область, 97-го года рождения, мастер спорта международного класса. И 39-й номер Антон Шатагин, мастер спорта из Москвы, Нижегородской области, тоже опытнейший лыжник, 1987 года рождения. Но мы видим, как тяжело дается им гонка. Ну, в общем-то, а кому она дается легко? Даже Илье Порошкину, который сейчас на первой позиции, она тоже дается крайне тяжело. Я думаю, силы отнимает 30-километровая дистанция в разы больше, чем какая-либо другая, менее протяженная. Да, там на спринтах спортсмены выкладываются по максимуму, но все-таки и времени тратится поменьше. А здесь уже час лыжники на дистанции, час они борются сами с собой, с физической усталостью, с лыжней. Кто-то, может быть, даже и с лыжами, если сервисмены немного ошиблись с выбором смазки. Может быть, еще с чем-то, с партнерами, с соперниками, с погодой, с ветром, с комментатором, который говорит без умолку. Вот совсем борются сегодня наши спортсмены. 44-й номер сейчас только подъезжает на стадион. Это у нас Павел Вейкулин из Татарстана. За ним 49-й Евгений Григорьев, Свердловская область. Что ж, здесь Порошкин с Николаевым ведут такую тактическую борьбу. То один выходит вперед,
то другой, за ними Головацких, за ними Вокуев. Здесь 14 номер Кирилл Вичужанин из Удмуртии. Здесь 19 Андрей Малафьев. Мы же говорили, 12 29 это Илья Семиков. Это Александр Кулешов из Мордовии. Довольно плотненько. Никита Ступак. Не забываем про Никиту Ступака. 7 номер. Как мы уже не раз отмечали, молодой человек Юлий Белорук. Замечательная девушка, замечательная лыжница из Республики Коми. Но ждем, что медаль все-таки от Юли на чемпионате мира. Ну, наверное, уже в эстафете придется ее ждать. И я искренне верю, что наши ожидания, как говорится, хоть и наши проблемы, но будут воплощены в жизнь. Здесь мы видим, группа-то не уменьшается, лидеров как было их человек 30, так и остается. Баннер в лесу напоминает, что брошенная горящая спичка может привести к пожару. И совсем тяжело Андрею Феллеру, вот просто до невозможности ему тяжело. Вместе с Владиславом Скобелевым здесь Андрей Феллер. Вместе с 58 номером Алексеем Зубковым из Самарской области. Но если Скобелева еще можно как-то понять, но прошу прощения, но перед Алексеем Зубковым, но он явно не компания для Феллера, для человека, который сражается за лидерство в Кубке России. И где-то здесь далеко впереди радуется Андрей Парфенов, которому, безусловно, говорят, где Феллер. Безусловно, ведут по дистанции. И у Парфенова все шансы, чтобы сделать такой мощный рывок и стать победителем Кубка России. Почему бы и нет? Андрею Парфенову мы желаем только удачи в этом. 40-й, 22-й номера, это, конечно же, далеко не борьба за медали. Это Ильназ Закиров, 22-й из Татарстана, и 40-й номер у нас Валерий Пономарев из Ханты-Мансийского автономного округа. Ну, все лидеры Ханты-Мансийского автономного округа сейчас, конечно же, в Австрии. Безусловно, это, если вот мне память не изменяет, именно Сергей Устюга выступает за эту команду, так что уж говорить о лидерах, когда там самый лидер из лидеров сборной России присутствует. Что ж, здесь очередные дуэли, здесь, как мы отмечали, 30-й, 39-й номера, вот их ведут у нас операторы, это Вичканов, Шатагин, вот они в команде, они дуэтом работают, вот так дуэтом паровозиком могут, в общем-то, и доехать. Ну, здесь вот кормят их, поют, холят, лелеют, даром, что баиньки не укладывают на этом подъемчике, ну, баиньки можно будет лечь после финиша. 60-й номер, обладатель замечательных усов Даниил Лыков из Республики Татарстан, тоже только сейчас появляется на стадионе. Там уже, конечно, многоминутное отставание, даже не только от группы лидеров, но и от группы преследователей. А группа лидеров, вот она, снова здесь перед вами, и снова ее возглавляет лыжники с Коми. Я сейчас не вижу, по-моему, это все тот же самый Илья Порошкин. Могу, конечно, ошибаться, там не очень было хорошо, четко видно номер, но, видимо, снова удалось Илье возглавить эту гонку. Ну, там действительно такие тактические игры, кто за кем отсидится, кто кого пропустит вперед. 63-й номер, это у нас Евгений Кудрявцев, спортсмен 97-го года рождения, представитель Новгородской области и Санкт-Петербурга. И вот у нас, ну, здесь это не лидеры, это у нас так, группа преследователей, можно прямо их назвать. Довольно не спеша идет 53-й, по-моему, номер, это Евгений Егошин из Тюменской области, хотя, скорее всего, это 55-й Евгений Байбородов, уж больно комбинезон напоминает комбинезон Удмуртской республики, Евгений Байбородов, 90-го года рождения, или Дмитрий Баграшов, тоже Удмуртская республика, спортивный лыжный клуб имени Максима Валикжанина, члена сборной России, который сейчас на чемпионате мира в Австрии находится. Все сильнейшие сейчас в Австрии, ну а здесь такая междуусобные такие войны между теми, кто
не отправился на главный старт сезона. Ну, а те, кто не отправился на старт сезона и находится здесь, да, в том числе, наверное, и те, кто там, в Австрии, совсем скоро отправятся в Красноярск, где идет подготовка к универсиаде. И бригада арбитров из Республики Коми уже в Красноярске, уже включилась в работу. И, кстати, Илья Порошкин из Коми, о котором мы уже сегодня не раз говорили, который, надеюсь, нам даст еще не один повод поговорить о себе не только сегодня, но и в целом за время своей лыжной карьеры. Так вот, хочется верить, что этот повод будет не только сегодня, но и в ближайшее время Илья Порошкин тоже будет участвовать на универсиаде и, безусловно, побежит. Я уверен в этом и индивидуальную гонку, и скиатлон, и дай бог еще его в состав эстафетной четверки молодой лыжник из Республики Коми войдет. Конечно, тяжело бороться сейчас за место в сборной России, наряду с опытнейшими мастерами, как Максим Валикжанин, Сергей Устюгов, есть подрастающие талантливые звезды, как Александр Большунов, да им практически все, наверное, любой лыжник сборной России — это настоящая звезда. Вот, так вот, тяжело бороться, но хочется верить, что Илья Порошкин своими выступлениями и здесь, на Кубке России, и на грядущей универсиаде обратит на себя пристальное внимание тренеров сборной России. Но опять же, мы уже отмечали, 5-е место на этапе Кубка мира у Ильи уже было, и это было буквально 2 недели назад. Так что показывает тренерский штаб, что он следит за ребятами, не только за теми, кто входит в основной состав, но дает возможность каждому проявить себя. Кто же проявит себя на финише этого конькового круга? Ну, явно не 44-й номер, который возглавляет такую небольшую группу из 4 спортсменов. 44-й номер — это у нас... давайте не будем говорить, кто 44-й номер. Это у нас сейчас вот слева появляются лидеры. По-прежнему Гловацкий за Гловацких Семиков, за Семиковым Вукуев, и, в общем, группа лидеров начинает сужаться. Нету уже здесь 30 человек, нету здесь такого расстояния плотного, да, наоборот, уже убежала группа из 8-10 лидеров, и вот между ними развернется вся борьба за медали. И очень отрадно, конечно, видеть в этой группе и Порошкина, и Семенкова, я так понимаю, Ермил Вокуев там был. Но давайте сейчас посмотрим, кто же появится здесь из-за поворота дальше. Может, кто-то еще, может, кого-то мы здесь упустили, кого-то в группу лидеров записали заранее. Ну, здесь 37-й номер, 8-й Максим Зубцов, и 37-й это у нас Максим Ковалев. Да, в общем, гонка подходит к своему, не знаю, закономерному, логическому ли завершению. Здесь появляется 5-й номер, это Владислав Скобелев. Вот как раз та часть, о которой мы говорили. И здесь не вижу я Андрея Феллера. Шел вместе со Скобелевым, куда-то вот потерялся, знаете, как в номере «Утомленных солнцев» потерялась. Ну, кстати, вот и нашлась. А вот Андрей Феллер, 1-й номер, вот он на ваших экранах. Серьезно, он проигрывает группе лидеров. Не заметил я, был ли в ней Андрей Парфенов. Ну, наверное, был. Должен был, по крайней мере, быть. Находился он на одной позиции с Ермилом Воком или Семиковым на предыдущей контрольной отсечке. И вряд ли Андрей столько много всего потерял по ходу дистанции. А вот Феллер потерял. И это может серьезно сказаться на его итоговом расположении в зачете Кубка России, континентального кубка. Снова у нас на ваших экранах лыжники. Уже немного им остается до финиша. Я уже не знаю, там сколько у нас там в этой части минут. Наверное, минуты 3, 4, 5 может быть. Поэтому все самое интересное будет на ваших глазах происходить. Будет самый яркий финиш, я уверен, за эти соревнования. Но, с другой стороны, давайте посмотрим. Ведь действительно за первое место таких ярких финишей на финале Кубка России-то особо и не было. У женщин в спринтах довольно уверенно победил Евгения Шаповалова. Андрей Парфенов, мы с вами видели уже сегодня в повторе, финишировал в гордом одиночестве, даже смог пару раз оглянуться, посмотреть, где же там соперники. В индивидуальной гонке, которая проходит с раздельным стартом, уж явно финиша в борьбе не было, потому что лыжники, как вы понимаете, с раздельным стартом сражаются не друг с другом на дистанции, а именно по времени ведут друг друга.
в командных спринтах вчера у девушек была, конечно, борьба, но и там команда Ханты-Мансийского народного округа, там все то же самое Шаповалова смогла отработать подъем и уверенно финишировать. Да и у мужчин Алексей Виценко весь свой этап атаковал, рвал дистанцию, рвал соперников и уверенно финишировал. Вы тоже слышали, обернулся он один раз, посмотрел, и после этого уже просто не накатывал, не ускорялся, финишировал не спеша, полурасслабленно, и тем не менее выиграл золотую медаль в женском скиатлоне. Только что мы видели тоже была борьба до последних подъемов, но опять-таки удалось Светлане Плотниковой в таком, полулайтовом режиме, наверное, выиграть у Габриэлы Калугера почти секунду, 2 секунды она привезла Светлане Кузнецовой, почти 4 Ларисе Рясе. Пожалуй, да, был более-менее такой плотный финиш именно в борьбе за первое место. Мы поговорим только о ней сейчас вместе с вами, потому что, да, вчера в командном спринте за 2-ю и 3-ю позицию там была действительно жесткая зарубка, и там до последнего не было понятно, кто станет 2-м, кто 3-м, кто 4-м, и в итоге с помощью фотофиниша определили команде Санкт-Петербурга и команде Татарстана медали. Остались удмурты без них, хотя изначально ставили именно сборную Удмуртии на 2-ю позицию. Так что в плане борьбы за 2-е место вчера было действительно интересно и захватывающе. А именно за победу, надеюсь, мы увидим самый яркий финиш этих соревнований именно сейчас. Нам показывал уже трекер, показывал, что буквально пара минут где-то остается спортсменам до появления на финальном подъеме и на финишной прямой. Вот сейчас замерли все. Здесь, конечно, уже ни о каком питании речь не идет. Никто тут не будет протягивать энергетически свои волшебные напитки. Здесь просто осталось смотреть, наблюдать. И Иван Артеев, если не ошибаюсь, слева в экране, тоже участник Олимпийских игр, участник чемпионатов мира, привлекался за сборную России. Долгое время выступал Иван за сборную Республики Коми. Но это если я не обознался. Если я обознался, Иван Артеев, прошу прощения. Так что у нас буквально минуты, может быть, даже уже счет идет и на секунды. Должны уже вот-вот появиться лыжники здесь на подъеме. Не здесь, конечно, на плане, который нам сейчас показывают. Это стартовый городок, это скучающие операторы, пританцовывающие в ритме неизвестного для меня танца. Может быть, есть какой-то специальный танец у операторов. Надо будет тоже уточнить. Готовы? Судьи тоже ждут они появления спортсменов в финишном створе. Вот видите, даже есть группа болельщиков, которые заняли свои места на трибуне, серьезно так утеплились, может быть, чем-то и согрелись, не только любовью к лыжным гонкам и к прекрасной морозной погоде. В общем, все мы вместе с вами ждем сейчас финиша мужского скиатлона. Бригада тренеров Татарстана, как и в правом углу, слева видим Дарьяну Парфенову с дочкой, семью лыжника Андрея Парфенова. И мы видим, как подкатывается прекрасная плотная группа из спортсменов, но есть впереди зазор, есть впереди просвет. И кто же это у нас? Это Илья Семиков! Илья Семиков, рядом с ним у нас 11 номер. 11 номер Алексей Виценко. Виценко обходит Семикова. Виценко, который вчера бодрым финишем принес золото команде Коми в командном спринте. Здесь несет золото команде Коми еще и в скиатлоне, но и себе золото. Там за Семиковым 2 номер накатывает Константин Гловацкий, Ермил Вокоев 4. Виценко уже, наверное, никто не обгонит. Виценко 2 финиша, 2 дня подряд, уверенно, бодро и почти без шансов для соперника. А там Семиков. Там накатывает, я так понимаю, Рауль Шакирзянов, 26 номер, если не ошибаюсь. Но мы видим пока финиш финиш Алексея Виценко. И следом за ним Семиков и Вокуев. Ермил Вокоев 3
3 первых места у команды Республики Коми. Если ничего не изменит фотофиниш, там, конечно, да, накатывал по параллели жне с Волковым. Да, уже не обратил внимания, кто это там был, наверное, только нам на повторе можно будет сказать, но предварительный результат — это просто весь подиум у сборной Коми. Вот Евгений Уляшев, 17 номер, тоже неплохо финишировал. Ой, в общем, замечательная гонка сложилась для нашей команды. Я так понимаю, действительно, что там фотофиниш не должен требоваться. Но если вдруг что-то не так изменится, или там дадут почему-то 3-е место не Ермилу Волкову, я, конечно, вместе с вами, наверное, сильно удивлюсь, но финиш, в общем, получился действительно ярким, запоминающимся, как мы с вами хотели, как мы с вами и прогнозировали. Ну, здесь уже, конечно, дальше не столь интересно нам с вами смотреть за тем, как финишируют другие спортсмены. Там вот 43-й номер, это у нас Иван Сулдов, Санкт-Петербург. Здесь еще одна группа лыжников, но у нас с вами есть сегодня повод для радости. Если женщины такого повода не дали, то мужчины подарили его троекратно. Что ж, будем считать это подарком от сборной Коми. Вот, да, Алексей Виценко, Илья Семиков, Еремил Волков, Рауль Шакирзянов, Андрей Парфенов заметили 7-й, Илья Порошкин стал только 8-м. Что ж, есть повод для радости, а мы попытаемся, наверное, сейчас вместе с вами, ну, точнее уже без вас, поймать наших призеров, взять флеш-интервью, и сегодня вечером, а может быть завтра утром, вы их увидите непременно на сайте информационного агентства БНК, которое вело для вас трансляции все эти дни. Спасибо, что были с нами. Надеюсь, до будущих побед. Первый Андрей Келлер, Республика Татарстан. 52-й номер это Александр Довин, Москва. 58-й Алексей Зубков, Самарская область. Напоминаем участникам и призерам, сегодня состоится награждение в 15 часов перед павильоном для участников в стартовом городке. Инициирует 36-й номер Николай Полевой, 44-й номер Павел Викулин, Республика Татарстан. Инициирует номером 37 Максим Ковалев, Брянская область.
на старте номер Владимир Басков. 65-й номер Владислава Данова. 51-й номер Дмитрий Бакланов. Участник номером 53 Ярослав Григорьев, Тюменская область. Финишировавшие участники сохранили старты номерами могут забрать на свой инвентарь тот парень, который оставили после